Мы сегодня собрались в преддверии объявленного президентом Республики Татарстан Года родных языков и народного единства, который будет на следующий год. Без вас, без ваших общин мы не видим проведение этого года правильно, и мы, наверное, не решим те задачи, которые вы нам ставите. И самое главное, я надеюсь, что все мы прекрасно понимаем, что в городе Казани и вообще, в принципе, в Республике Татарстан вот это вот межконфессиональное согласие, оно является, так скажем, основным из приоритетов в нашей городской политике. Мы всегда очень трепетно относимся, всегда готовы выслушать, всегда готовы поддержать. Константин Геннадьевич, уважаемый руководитель национальной культуры, обучается 500 детей. В школе можно изучать не только иностранные языки. Знаем все десятки лет и угодно родных языков и народного единства. И долго мы обсуждали, и выездное заседание дисциплины, когда обсудили. В 2021 году, то есть еще станет таким столицей. Что в этом году Республика Татарстан проекта «Два родителя». Конечно, это ассамблея Дом документации себя так не ведут. Вот они поживут немножко в Казани. Регион высокой культуры межнационального общения – это наш с руководителем благотворительного фонда «Новый» 12 домов и центров дружбы. И первое место среди проектов своего рода. Более 3 миллионов человек. Это и для... Мы есть в системе электронного образования, мы являемся юридическим лицом со своим уставом, со своими образовательными программами и так далее, и так далее. Учреждение культуры города Казани, культурный центр Залесский, как наш руководитель Александр Андреевич говорит, это дом дружбы народа. Где деньги не требуются, просто хотя бы маленький может Как-то больше поощряют преподавателей. Мы-то, конечно, со своей стороны, какие направляющие должны быть со стороны